Сенвис сбор Шахазгада. В эфире программы «Бергаляб Ираник Баттл» телевикторина по изучению татарского языка. Вкратце правила нашей игры. В телевикторине участвуют два игрока, которые на протяжении 2 туров переводят слова с татарского языка на русский и наоборот. Тот, кто больше наберет баллов и ответит на наибольшее количество вопросов, станет победителем нашей игры. За каждого игрока болеет своя группа поддержки. Итак, правила первого тура. Переводим слова с татарского языка на русский. На выбор дается 4 темы. В каждой из них 2 вопроса с вариантами ответов. Участникам предстоит перевести эти самые слова. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Соперник не имеет права отвечать на вопрос другого игрока. С правилами мы познакомились. Давайте знакомиться с участниками сегодняшней игры. Это Залия и Камиль. Именно они сегодня будут бороться за звание лучшего знатока татарского языка. Давайте узнаем, кто за них сегодня болеет. Залия, кто сегодня болеет за тебя? Меня машина это Жаната, а Исаме Зульфат. Это Зульфат Жаната, очень хорошо. Камиль, кто болеет за тебя? Меня мати Ильназбах, а меня машина Жаната. У меня машина Жаната. Куракма, Камиль, не бойся, все хорошо, все свои, тем более Ильназ, папа тебя поддерживает. Ну что, начинаем игру «Бергаляб Ираник Баттл». Поехали, первый тур. Мы готовы начинать. Кто первым будет отвечать, кто первым будет выбирать тему? Залия, Камиль. Кто первый? Залия. Смотри, на выбор у нас сегодня 4 темы. Это Туган-Жир, родная земля, Саламатлек, здоровье, Кындалек, режим, режим дня и Хезмет, труд. Какую тему ты выбираешь? Тугантер. Туган-Жир. Туган-Жир, родная земля. Итак, первый вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «инеш». Это родник, ключ или речка? Инеш. Родник, то есть ключ, или речка? Речка. Точно. Ага. Я принимаю этот вариант ответа. Итак, правильный ответ. Инеш переводится как речка, а родник или ключ по-татарски это шишмя. Аплодисменты. 1 балл тебе. Давайте еще раз повторим. Инеш – речка, шишмя – родник, ключ. Второй вопрос в этой же теме. Переведи с татарского языка на русский слово Башкала. Столица или город? Столица. Или город? Столица. Уверенно говорит столица. Башкала – это на самом деле столица. А вот город – это Шахар. Башкала – столица, город Шахар. Еще 1 балл в копилку Залия. Я тебя поздравляю, Камиль. Переходим к тебе. 3 темы. Саламатлик – здоровье, Кындалек – режим, режим дня и Хезмет – труд. Хезмет, труд. Угу. Итак, переведи с татарского языка на русский. Ярдамщель – это отзывчивый или старательный? Ярдамщель. Старательный или отзывчивый? Старательный. Или отзывчивый? Старательный. Точно. Хорошо. Ярдамщель переводится как отзывчивый, а вот старательный – это тарашущан. Тарашущан – старательный, ярдамщель – отзывчивый. Второй вопрос. Тем не менее, аплодисменты группы поддержки, конечно. Второй вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «эш». Отдых или работа? Работа. А отдых как будет по-татарски? Залия, как будет Яу. отдых? Яу. Яу. Хорошо. Эш – это работа, а ял – это отдых. Правильный ответ, 1 балл в твою копилку. Работа, эш, отдых, ял. Залия, какая твоя тема? Саламатлек, здоровье или Кындалек, режим, режим дня? Саламатлек, здоровья. Саламатлек, здоровье. Играем в эту тему. Переведи с татарского языка на русский слово «аурта». Больно или болеет? Болеет. Или больно? Болеет. Точно. Угу. Хорошо. Я принимаю этот вариант ответа. Аурта переводится как «больно», а болеет – это ауры. То есть получается минем – это ауры. Аурта – больно, ауры – болей. Второй вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «еткыру». Чихнуть или кашлять? Кашлять. Точно. Угу. Хорошо. Еткыру – это кашлять, а чихнуть – это тышкыру. Тышкыру – чихнуть, еткыру – кашлять. Выучили еще 2 слова, еще 1 балл Залия тебе. Итак, с тобой мы играем в тему «Кындалек, режим». Камиль, готов? Первый вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «тэш старту».
Чистить зубы или чистить рот? Теш шестарту. Чистить зубы. Теш шестарту. Чистить зубы. А чистить рот это овос шайхау. Овос шайхау. Чистить рот, чистить зубы. Теш шестарту. Еще один балл в копилку Камиля. Второй вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово ошарга. Покушать или перекусить? Покушать. Или перекусить? Покушать. Или перекусить? Покушать. Покушать, хорошо. Я принимаю этот вариант ответа. Внимание, правильный. Ошарга переводится как покушать, а перекусить это ошап оларга или коп-халап оларга. Правильный ответ, 1 балл в пользу Камиля. Еще раз повторим. Ошарга это покушать, ошап оларга это коп-халап оларга или ошап оларга. Мы узнали, что наши участники запомнили все слова первого тура. Давайте узнаем, что думают родители. Зульфят. Әйбәт, шыннан да авыр сорау иде ул. Авырта, авырый, больно болеет. Безнең якларда менә теге авырый дип әйтмиләр. Ул әтиң кая, ул авырта дип тә әйтәләр мәсәлән, бит әниң кая, ул авырта. Шуңа күрә эшкә чыкмый. Тәртип барысы да. Мин канәгать. Это очень здорово, если вы довольны. Ильназ, как дела со словами аурта и аурый? Ортада, аурыйда ул ягына карап, һәм ул теге бүгенге көндә теге диалектологиясы манракта әйтелә, каядыр аурый. Әйе. Бармак авырта, кеше аурый. Каядыр ширли. Ие. Шуңа күрә теге бернинди гаип тә юк, шуңа күрә җегетләр дә кызлар молодцы, Камил дә Залия дә молодцы просто. Они действительно молодцы. Напомню, что в нашей программе мы изучаем те слова, которые дает нам татарско-русский словарь. А все, что касается диалектов, это от каждого региона зависит. Итак, друзья мои, мы приступаем ко второму туру программы «Бергаля Пиряник Баттл». Мы приступаем ко второму туру нашей программы. Правила такие же, как в первом. Единственное отличие – мы переводим слова с русского языка на татарский. Напомню, что соперник не может отвечать на вопрос другого игрока. Итак, в этом туре мы начнем с Камиля. Камиль, тебе на выбор 4 темы. Здесь у нас профессия хнер, море дингес, пословицы махалляр и в городе шахарда. Выбирай одну тему. Дингес. Дингес, море. Переведи с русского языка на татарский словосочетание «черепаха плавает». Габрле бака езя или тош бака езя? Таш бака еза. А габрле бака это как переводится? Помнишь? Жаба. Жаба. Хорошо, Жаба я плавает. принимаю твой вариант ответа. Черепаха плавает. Переводится как тош бака езя. А габрле бака езя это жаба плавает. То есть, если черепаха плавает, мы говорим, что тош бака езя. Ну, а если плавает жаба, мы говорим габрле бака езя. Для того, чтобы вы понимали отличие, бака – это лягушка, а габрле бака – это жаба. Я надеюсь, это слово вы тоже запомните. Второй вопрос, Камиль, тебе в этой же теме. Переведи с русского языка на татарский словосочетание «большой корабль». Зур-кюйме или зур-караб? Зур-караб. Зур-караб. Хорошо. Зур-кюйме – это большая лодка, а вот зур-караб – это действительно большой корабль. Аплодисменты, еще 1 балл. Повторим еще раз. Большая лодка – зур-кюйме, большой корабль – зур-караб. Залия, переходим к тебе. Итак, 3 темы у нас с тобой осталось. Профессия хнер, пословицы махалляр и в городе шахарда. Шахарда. Шахарда в городе. Первый вопрос. Внимание. Переведи с русского языка на татарский слово «стена». Дивар или ишек? Дивар. Дивар. Я принимаю этот вариант ответа. Ишек переводится как «дверь», а дивар – это «стена». Молодец, Залия. Трудно, понимаю, что трудно, но вместе мы с вами учим слова на татарском языке. Залия, второй вопрос тебе в этой же теме. Переведи с русского языка на татарский слово «крепость». Это монара или нагатма? Вот сейчас будет сложно. Монара или нагатма? Нагатма. Нагатма. Монара переводится как «башня», а нагатма – это крепость. Совершенно верно. Нагатма – это крепость, а монара – башня. Итак, Камиль, тебе осталось 2 темы на выбор. Это профессия хнер и пословицы махалляр. Профессия хнер. Профессия хнер. Играем в эту тему.
Переведи с русского языка на татарский предложение «мой брат строитель». Минем обый тезетуще или минем обый тезуще? Минем абы тузуще. Я принимаю твой вариант ответа. Мой брат строитель, минем обый тезуще, сказал Камиль. Это правильный ответ. А вот минем обый тезетуще – это мой брат ремонтник. Минем обый тезуще – это мой брат строитель. Минем обый тезетуще – мой брат ремонтник. Второй вопрос в теме хонарь. Переведи с русского языка на татарский словосочетание «она воспитательница». Ул тарбияще или ул магалим? Ул тәрбияше. Ул магалим. Ул кем? Это как переводится? Укытушы. Укытуще. Молодец. Тарбияще, ул тарбияще – это она воспитательница, а ул магалим – она учительница, преподаватель. Молодец, это правильный ответ. Я тебя поздравляю. Ну что, Залия, играем с тобой в тему Макалер. Внимание, первый вопрос. Вставь пропущенное слово, подходящее по смыслу. Кто не работает, тот ялкау или ошамый? Ошамый. Ошамый. А как звучит полностью пословица на татарском, знаешь? Кем ошамый шул... Ой, кем шлямы шул ошамый. Молодец, камышлями шел ашамы, кто не работает, тот не ест. А вот слово ялкау переводится как ленится. Кто не работает, тот ленится. Какая-то доля правды в этом тоже есть, это правильный ответ. Второй вопрос. Вставь пропущенное слово, подходящее по смыслу. За двумя н погонишься, ни одного не поймаешь. Что должно быть вместо пропуска? Куяннын или керпенын? За кем гонятся в этой пословице? За кроликами. За кроликами. Ну, за зайцами, да? Хорошо. Но как будет на татарском? Куян или керпе? Куя. Значит, куяннын. Это слово надо вставить. Да? Да. Да. Все. Принимаю вариант ответа. Внимание, пословица звучит так. Ике куяннын куйрыгын бер юлы тотам диме. А на русском эта пословица звучит так. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Поэтому всегда делайте в жизни свои приоритеты. Итак, друзья мои, пора подвести итоги нашей игры со счетом 7-7. Побеждает дружба, Залия и Камиль. Я вас поздравляю, вы большие молодцы. Камиль, за 2 тура что было самым сложным? Скажи. Нет, все было легко. Все было легко, все слова знал. Ну а как ощущение? Игра понравилась? Придешь еще? Залия, придешь еще? Да. Да. Давайте спросим у папы, придет ли он еще, Зульфет. Yo, men рахатланып, килергә кирәк, мондай тапшыруларда катнашырга кирәк, күрсәтергә кирәк, балаларның үзләренә дә шушыннан соң кызыксынып, өйгә кайткач, туктале, мин татарчаларны тагы да тирән әйтим әле үз телемне, байытым әле дип китаплар укый башларлар бәлки, телевизор караучыларына түгел, менә үздә, әймә. Әйеди, Залия, әйеди. Ильназ, как вы уделяете внимание татарскому языку в вашей семье? Biz albatta uyda gil tatarchasi yashaymiz. Har holda bizning uyda endi ul tegi nima zakon deb aytsan shekilli uni xatlini Kanun. 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 Zakon kanun. Ayye. Amma lekin endi bolalarni chetasin. Sadikka boralar, maktabga boralar, anda endi do'stlar orasida oramda yurganda ular endi biroz ruschasi yashib kiradilar. Kirgach endi biz tegizlarga tirishamiz endi. O'rta qalbda bo'lsin uchun. Shunga ko'ra endi tatar tilini o'rganu kerakli deb sanayman ham u bizning birdan-bir tug'an tillarimizning birisi. Shunga ko'ra tatar tilini o'rganamiz. Ну и правильно делаете, что учите языки. Вообще, мне кажется, что ребенок, неважно, какой он язык изучает, должен быть полилингвальным. То есть знать не только свой родной язык, но еще много других языков, потому что нам еще покорять большие страны и совершать большие-большие дела. Друзья мои, на сегодня пора попрощаться. Огромное спасибо, что это время вы провели с нами в компании программы «Бергаляп и Иреник Баттл». До скорых встреч. Пока-пока. Сау